Всем привет! Сегодня у нас минус 33 в Сыктывкаре, 2 января. Вот, решили мы выехать на шашлыки на мотобуксировщике. Вот, сразу смотрю, насколько жесткая становится гусянка на морозе, но она мягкая, как обычная резина. Все нормально. Так, масло 10В40, смотрите, какое оно. Как мед. Что, тяжело? Ну да. Не заводится. Так, а я продолжаю смазывать. Офигеть! Это хлопок был. Заехали сначала сюда, думали, там может местечко будет, но нет, там крутой спуск и ничего там нет интересного. Нам нужно поваленное дерево сантиметров 15-20 в диаметре, чтобы мы из него быстро сначала разожгли костер для того, чтобы мы сами могли согреться. Вот, а потом уже костер, а потом уже мангал разожгли, скорее всего так. На улице не холодно из-за того, что то есть холода не чувствуешь из-за того, что постоянно в движении. Поэтому, может быть, такой сильный костер не потребуется для того, чтобы согреться. Вот. Вероятно, будем сразу искать местечко, какую-нибудь березку. Да, угли мы не взяли, мы хотим сделать из березы. Какой-нибудь поваленной березы разжечь мангал. Так, обновляем страницу. Погода Сыктывкар минус 32, ощущается как минус 41. Но когда двигаешься, нормально. Такого прям холода не чувствуешь. Продолжаем искать место. Так, ну мы, кажется, добрались. И вот стоит березка. Сейчас посмотрим, насколько она хороша. Нет, она гнилая, по ходу дела. Гнилая, да? Или нормальная, по сути дела? Древесина есть? Или она даже горелая. Гниль какая-то. А вот эту мы сейчас напиливаем, чтобы нам согреться и чтобы свет был.
Тимка сухой спирт. Да. Спичками. Взялась. Вниз. Ага. Сейчас немножко разгорится. И ветки сверху. Ага, потихонечку клади там, отрывай их так плотно, чтобы было. Ага, да. Вот так, да. Остальные туда же. Ага, горит, да, вроде? Так, по поводу вот этой вот березы, которая здесь была. В общем, она вся трухлявая, походу она вся сырая. Не знаю, получится ли разжечь ей как-то мангал. Не горит зажигалка? Он дома зажигает. Чисто для кадра, что на морозе не зажигается. Все понятно. Давай спичками, значит. Попробуем кору разжечь. Будет ли она вообще гореть такая от той березы, которая лежала на земле. Тухнет. Ну давай второй спичкой. Ну вроде разгорелась. Давай кладем. Отсюда не разогрелась. Все, горит. Укладываем щепочки. Давай щепочки сейчас. Так, ну что, мы разожгли уже мангал, костер. Прошло минут 40, наверное. Запустим мотобуксик, чтобы его окончательно не охлаждать. Пусть он всегда будет прогретый. Так, купил колу, и пока мы ехали, пока мы тут разжигали, она уже стала примерзать. Сейчас поближе к костру ее, наверное, сюда, пусть оттаивает, и заодно будет тепленькая, чтобы нам попить. В общем, по березе что? Вот она, стояла березка здесь, 1,5 метра. Она трухлявая. Но попробуем ей, не знаю, насколько это, насколько она даст нам угли. В общем-то мы согрелись. Ноги подмерзали, потому что тело согрелось, руки согрелись. Я вот в рабочих перчатках. Вот, пока пилили, согреваешься, но ноги постоянно на земле, на морозе. Ногам попрохладнее, немножко поприседал, согрелся. В общем, продолжаем готовить. Готовить дрова для костра и дрова для мангала. Так, может быть шашлык тоже принести, он тоже, наверное, там сейчас подморозится весь. Где он?
Вот шашлычок, он тоже уже прихватился. Был жиденький, когда был в магазине. Сейчас его так вот поставим, чтобы он отогревался. Все нормально будет. Сейчас еще дров накидаем. Подкладываешь дрова на мангал, а с этой стороны тебя греет костер. О, рука отошла. Надо что-нибудь попилить, чтобы согреться. Ну, в общем-то, нормально. Не так, чтобы прям замерзаешь. Бывает, вот куда-нибудь идешь там на работу, по делам, и на улице там минус 15, и бывает так замерзаешь. А сейчас 32, пошевелился, там порубил, тут по сугробу посмотрел дорогу, куда проехать. И, в общем-то, согрелся. Ну что, Димка, тепло? Да. Ага, немножко прогрели. Сейчас темно будет, придется, скорее всего, его включить и уже не глушить, так как нам нужен будет свет. У нас, конечно, есть фонари, но вот фонарь, который на самом мотобуксировщике, он очень яркий. Хорошо будет видно все с ним. Все, с костром уже намного спокойнее. Уже знаешь, что всегда отогреешься, что будет здесь, даже если стемнеет, все равно будет светло. Это, наверное, такое возможно, когда нет ветра сильного. Пару дней назад был ветер 11 метров в секунду. И было минус 28. И было просто очень-очень холодно. Все тепло выдувает. Вот, а сейчас безветренно. Вот и столб дыма поднимается вертикально. И от этого, если стоишь, двигаешься, этого вокруг тебя вот это вот тепло, которое исходит, оно не дает пройти холоду. Сейчас я держу телефон без перчаток. Эта рука в перчатке. Вот, и, допустим, минуты 3 я могу так держать телефон. Не замерзает рука. Потом надо погреть. Вот такая сушинка. Это нам на дрова. Ага. Возьму. Какой звук классный.
Смотрите, какая красота. Как дым поднимается выше деревьев. Такой густой. Ну что, начинает темнеть. Отдых по коме. По-другому и не назовешь. Кажется, он... ну вот. Ага, теперь он отогрелся. Видите, там он замерзший по краям. Я поставлю поближе. А вот шашлык. Шашлык у нас что-то поплавился. Как будто на него попало так. Здесь немножко костер что-то развалился. Сейчас поправим. Минус 32, так и осталось. Угу. Вот так разожгешь, и он гаснет. Костер горит очень хорошо. Сейчас положил немножко прокалить. Решетку их положил прокалить. И она тут же мгновенно накалилась. Обалдеть, хороший жар. Вот. По поводу шашлыка. Попадали искры. И прогорела упаковка. Вон там даже на дне дырки. По поводу мотобуксировщика. Снова его запустили, чтобы прогревался. Остывает очень быстро. Так, выкладывать будем мясо. Мясо. Да, вот эти вот берем. Салфетки не взял. Ай-яй-яй-яй. Смотрите, мангальчик как у нас разгорелся хорошо. Это уже береза сверху, березовая чурка, и там 3 березовых чурки, они горят. Сейчас будут давать нам уголь. Этот костер вообще, смотрите, какой жар от него, прям погреться можно постоять. Обалденно. Даже попробуем вот эту сырую березку кинуть в этот костер, пусть горит. Сейчас, наверное, еще, скорее всего, напилим вот такие небольшие чурочки. Хорошо прям разгораются и дают жар. Где-то у нас тут, наверное, еще есть. Вот эти вот прям закинем.
Димка там вычищает площадку, чтобы можно было развернуться. Ну и в целом так, чтобы можно было как-то передвигаться здесь. Немножко раздую мангал. Из всей березы, которая вот здесь 1,5 метра стояла, только один хороший вот кусочек есть. Вот этот вот. Он и горит. А остальное какое-то трухлявое. Хотел сейчас разрубить, оно просто разваливается. Я его просто в костер бросил. Вот здесь уже угли. Хорошенькие такие угли. Но это угли наполовину березы, наполовину ель. Сейчас мы немножко дожариваем. Наверное, я сейчас ее разрублю. Вот эту березку. Вот. И она, чтобы быстрее горела, она тоже трухлявая какая-то. Да, она тоже не очень прочная. Вот сейчас она получше разгорится здесь, так как я ее разрубил. В общем-то, угли уже готовятся. Здесь у нас жар такой, что бутылка с колой, он уже кипит. Пузыри идут у нее, и уже сплавилась вот эта сторона. Немножко подальше уберу. Я уже попил, она холодная, пусть еще погреется. Здесь все классно, костер этот жарит. Все здорово. Димка заготавливает дровишки нам на основной костер. В общем-то, все удалось. Тепло. Здесь вот посидишь, пока около мангала. Костер пока пошевелишь, этот костер тебя обогревает сбоку. И становится тепло. Так, да? О, здесь сюда выходишь. Здесь уже чувствуется холодно. О, вообще здесь... Здесь холодно. Вот в этой части, где костер, тут тепло. Так что я подойду сюда. Вот отсюда уже чувствуется тепло прям. Давай. Там есть? Так, прошло минут 20-30 после последнего запуска прогрева. Снова будем сейчас прогревать. О, фонарик. Так, ну и угли. Я все жду, когда они подойдут, но снова разгорелся огонь.
Цепь на мотобуксировщике обледенела. Все в снегу. С собой канистра на всякий случай. Боюсь ставить жар, потому что очень-очень прям жарко. Ожидаем. Ставим шашлык. Здесь он подмерз. По-моему, пока лежал. Немножко решили добавить. Костер чуть-чуть погас. Я отошел тут подснять, что-то походил. Подошел к костру, уже совсем не так греет. Хочется, чтобы вот этот жар был все время, пока мы здесь готовим, пока мы здесь будем кушать. Нельзя давать остывать ему. Вот. И уже будем тушить его только тогда, когда соберемся. Все лопатой закидаем. И поехали. Немножко по-другому, чем летом. Летом можно дать костру прогорать самому, потихонечку тлеет, тлеет, все, там чай попил, затушил, ушел. Здесь же он полную мощность тепла должен выдавать все время, пока ты здесь находишься. Поэтому решили, да, еще вот эту вот подбросили чурку. И еще одну пилим. Ага, класс. Я больше замерз. Больше замерз даже, да? Вот, у меня то же самое, чувствую, прям этот, подмерзать стал. Из-за того, что костра стало меньше. Ну, жар хороший. Кажется, что затухло там все, но нифига. Жар хороший, что он как подрумянился. Не так быстро жарится, как летом. Вот, угли прогорают. Поэтому берем угли прямо с костра. Добавляем. О, нифига, ручка отвалилась. Нормально.
Короче, мы, оказывается, тут стояли, было тепло, просто вот костер нас грел. А на самом деле у нас, ну, сейчас организм в таком спокойном состоянии, он не разогретый там ни пилой, ни колкой дров, ни какими-то активными действиями. Я вот сейчас отошел просто пилу положить, и все, мне холодно. Просто организм прям почувствовал этот холод. То, что мы, ну, вот стояли, в основном последние там полчаса просто стояли здесь и ждали, когда шашлык приготовится. Вот, поэтому сейчас разворачиваем и костер будем тушить, греться будем до последнего. Сейчас вот греем перчатки перед тем, как выехать. Потому что я чувствую, сейчас холод будет просто жесть. Вот сюда отходишь и прям, ну, такая морозяка, которая проникает как будто бы внутрь, прям под одежду. Ой, хочется вернуться сразу к костру. Разворачиваем. Ничего бы не забыть. То у нас там вон лопата стоит. Что ты здесь развернешься? Развернешься здесь? Да. Давай я здесь, с этой стороны его. О, не! Левой рукой нифига. Без шансов левой рукой. Что-то мы это поели и расслабились. Все, давай тушим. Засыпай. О, лопатой сейчас. Да, лопатой засыпай и погнали. Руки тоже сейчас без рукавиц сразу что-то замерзают. Все, отличненько, отличненько. Помчали, пока мы не замерзли. Хочу сказать, что назад было ехать холоднее, потому что мы пришли разогретые из дома. Вот, ну и пока тут шевелились, а там мы просто стояли, и кровь-то она остывает, она по организму не разгоняется, греет сам костер. Вот из-за этого нам очень было холодно сейчас ехать назад, просто жесть. Димка говорит, 2 пальца уже почти не работали, замок на куртке он уже открыть не смог. Причем сложность даже не в том, чтобы там разжечь костер, а вот просто закрыть гараж, потому что замки замерзают, хоть и смазаны маслом, просто замерзают, и ты стоишь, пытаешься там что-то провернуть его. Вот, и замка 3. Вот, такой экстрим. Но почему-то это интересно. Почему-то интересно. Попробовать, типа, создать условия, чтобы, ну, комфорта в экстремальных ситуациях. Комфортно в тепле посидеть там перед костром, покушать. Что получилось? Да? Ну все, погнали. Все, всем пока.